Футболом увлекаетесь? Так себе. Да, так себе, честно говоря. Не особо. Лошадьми увлекаетесь? Да, вот чем мы увлекаемся. И машинами. Все, что движется, короче. Моя гранда ярко бзиу. Да, яхта. Зиндавы. Яхта ряхтаковская. А, то у вас не Интересно? Да. А, YouTube? Не зритель? Да. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас в нашей рубрике «Прямой эфир с гостем». Сегодня у нас целых два гостя. Это представители аула Красный Восток, если я не ошибаюсь, Да, область конечно. Красного Востока. Тема беседы у нас будет, как вы заметили, снова медиапространство взорвалось от видео и фото конного перехода с аула Красный Восток в поселок Подкума, что находится вблизи города Кисловодск. И сегодня у нас беседа, соответственно, пойдет на эту тему. И давайте познакомимся. У нас сегодня в гостях Амиран и Мурат. Салам алейкум. Большое спасибо, что нашли время посетить сегодня нас, несмотря на погоду, на жару, на то, что это середина недели, еще и такой прям самый пик работы, казалось бы. Но очень-очень приятно. Мы парой слов уже пораскинулись гостями. Первый вопрос у меня был: вы увлекаетесь футболом, так как сейчас идет чемпионат мира, и они так посмотрели на меня и говорят: не, мы увлекаемся лошадьми. И вот самый главный вопрос. Вот у нас в руках такой вот красивый флажочек, тут написано «Конный клуб Гумлок». Вот самое первое, расскажите, пожалуйста, про этот конный клуб, как он зародился, кто инициатор, если это конкретный человек или это группа лиц, цель этого клуба, какие у вас планы. В общем, не спеша, давайте эти 40 минут посвятим беседе про конный клуб и про переход, который вы недавно совершили. Ну, что, по-базински-то, салага-то. Конный клуб шалагаз, ахбача, ирхуан, там, станица Бекешев, гахштиха. А вас знахарштин, и вот с этого дня рыца кыт чаштыр хойлага. Допустим, барах Амиран Чагов чихуад злнава походам штах. Шардача, шардаве чихуад. Ну, переход амштах Бекешев инца, ванца скирцимыз. И смотрю, на утро просыпаюсь, телефон смотрю, конный клуб этот, WhatsApp создали. И меня туда кинули. Я без лошади, на чекисымам, ну, уже активно захазыпшего хала, когда шква захкакан. Кто увлекался больше, веса захкакан, да группа пна. Хала пижу, хала, говорит, следующий поход абахчпуш. И Гайдан Хабакига Харх, как бы Харах Бака и Шахархуз, Хараз на вас уже захката хизымца, когда молодежь гифе банарбуш, гифе банардрош, Хара Ахбака Хабадридер, да из Бакешки Бадра. Гифе банардрош, ги фецета чкахбаста цифр кун рза, фюзе чухуш, да еще куя шогош. А вас Гайдан Шадаган Чизмамзги Араб, так это вот я хаун, очква хрупчен, Шадаган вас Гайдан хцад. Гайдан нам считается как бы Гайдан шабж биззата встретить хавчпад, хгуата хавата, хайшпа, ахбача лга, что вообще сказать хгопха да дуня на авиа харх да жепха, жепшза, угаш нахвата. Хабжа хчар. Шацагыла зи шабабуз запха васа вы хабарку веса хар. Я уйна джуку на вас постоянное обсуждение бараса там мишку салам алейкум хайфе там анлы туанла Кисловодск ухушма рылаю аку вот весь хацанарглит хапанарбит гардин хабамбуз, но мы в группе салам. Амиран, перебью, вот здесь говоришь обсуждение, а вот есть какой-то постоянный костяк, актив клуба и сколько это человек? Есть, конечно. Этот человек 30 точно активный. Да. Даже если не больше, да? Ну, прямо каждый день, например, в обсуждении я его, по большому счету, и гяхадзу мазджик, и такой гику,
А так, вот 10 человек стабильно это каждый день. Мгм. Стабильно мы это. И от 10 человек они прямо хотят поддерживать RTP, там, авасахатся голы. Там я ходсма, подкума кацара, вы Да. заранее за месяц прям уже активно тахалакью халаган и нормально. Так все-таки это произошло не спонтанно. Не спонтанно, не. А, вы Нас туда пригласили. А вы пригласили Хабара Хастова. А вы Акойдан Заясхан. Ну, мы как бы встретили их, все, Ахбачагиайд Мгм. и Шарматра Арафик, он сам с подкумков. Мгм. Он Ваганаир Тасхандагал, мне вот в следующий раз я вас хочу видеть. Харбил пайдани тзраб штахва абр хат подкумах фи. Подкумок. Шерда вихна нзид рхат хазнаи харгир хан. И вас считаешь, что мы мшруqa гид там. Я об виш хата бхвахна его. вас и Вани Гахмархад и заранее халак что заранее он что тигавам и не во что отдара тахаб харгира тахаб барар вих не во что чтобы в неловкое положение друг друга не ставить и хабабат бита ну логана бзибжа 115 километров туда обратно шила 14 часов в седле. Ну, если 115 километров взять на одну сторону, то, грубо говоря, как с центра Черкесска до окраины Ставрополя, Да. получается. Ну да, вообще, да. грубо говоря, да. Вообще. А вот расскажите, пожалуйста, вот мне, конечно, ну, слухи, да, мы готовили публикацию, узнавали, спрашивали, как так получилось. Вот больше техническая сторона. Как вы готовили лошадей? И сразу скажу, пока помню, вот этот момент, у вас такие красивые фотографии там получились. Я, честно, я обзавидовался просто. Я смотрел на эти фотографии, думал, почему я не там? Как так получилось, что до меня вошло? Вот. Я так понял, это все было в зарево. Даже не на рассвете, а прям в зарево, когда еще вот вы выехали в ночь, да? Я так понял, В 3 утра выехали. 3 утра ровно. 3 утра выехали, да, где-то. Да, 3 утра. Да, 3. В 3 ровно мы выехали. В 3 с мостом на Катацхала. Жукон, Халту. Как готовили? Ну, лошадей мы готовили, да. Лошадей, я, например, у меня у нас чем молодой, и я его предварительно, да, катался, Объездить, да. Да, я тоже так же. У меня отец вообще лошадьми уже давно как бы занимается. Да. Ара и Хама пришла, на ипподроме Агунта, как бы, ну, садились, подготовку, тренировку делали, потому что там Агагона, как бы, Мирамз, так тренировали каждый день. Ну, чуква, машаллах, заги гаралам сдава из ами хошта там парусыз, это чуква, машаллах, 10 чуква, раха выдержали. отборно шей харцат, и цаны гяих, Сырой точно зверочку гид някой. 33 всадника. а вы хотите цизге? Катитец, да. А улаги я пчал да хайфшуква. Да, ваши это Резван, Тибердуков Игорь и Чагов Расул. А вот я брал, А чуква рук это вот ахпрал. да, где-то километра 10. Я hamishn да, Я считаю, вот Хнардас Тавасыга. Вот это, кстати, знаете, даже у нас был в гостях Замрат Дахчуков, вы с ним знакомы. Да. Он тоже рассказывал, когда они с Кайдана был переход в Красный Восток, что встречали тоже. В этот момент прям действительно такие мурашки бегут, потому что что-то вроде вот на пересечении, знаете, такая картина из фильма, вот это вот момент этикета. И сразу так представляешь, как одна вереница конников с одной стороны, и с другой стороны кто-то ожидает, и прям сразу такие картинки в голове возникают. Это вообще... Чем вы занимались, когда вы прибыли на место назначения? Программа дня какая была, расскажите нам, пожалуйста. Ну, больше всего мы шкват захщ, зетхры. Ну, конечно, без Харча. воды никак. Да. Вот Харцерахану, где-то полчаса, минут 40 именно только на них мы потратили. Вот он уже бача Алагун, штата и на подарок больше всего я вот на подарок, грамоты там давали. Ну, мы самый Ну, маленький другу, всадник, да. да, грамоты.
Ну, Аллах Дерзырас очень Да, хорошо да, встретили. хорошо нас встретили. Шахбаста Дута, Мгм. Шабышта Аллах Дерзырас очень хорошо. Ну, судя по видео и фотографиям, встречали старейшины, получается, да? Ну, там и старейшины как бы были, ну, в основном как бы старейшины были, наверное, почему? Потому что как бы, ну, это как бы образовалось уже, я не знаю, ну, как традиция, что ли, пошло. Да, да, да. И получается, все, видимо, хотели поучаствовать Ну, в да. этом. Не, молодежь тоже почему? Молодежь Молодежь тоже тоже хорошо была. участвовала. Она там больше всего видно на фотографии, почему, что именно старших снимали. А там как навес Мгм. сбоку, и там вся молодежь, там Да. со старшими же не будешь Там Ну снимать. два да, стола. все, Два стола. теперь понятно, все. А дальше подкрепились? Да, Посидели, Бзита, да, Чад, отдохнули, посидели, поговорили, дальнейшие планы там какие-то, ну там куда сможем Мгм. поехать. Ну сейчас сенокос, сезон, там ну кто занят, кто чем. Да, и жарко сейчас, И жарко, да. чуть-чуть Оводы вот попозже. такие. Ну это да, конечно. это. Уже такого на порцу, что... Да. Вот, Амиран, спасибо, что ты затронул тему планов. Все же, какие планы? Конечно, загадывать ничего нельзя, но Аллах Мгм. припустит, и озвучьте, пожалуйста, вот просто хотя бы какие-то мысли. Аллах яхюзит вообще веса базакат кухару шансатак. Яхбога, что это у нас в планах. Аллах яхюзит, Аллах яхбога. А там по воле Ничего Всевышнего, себе. я думаю, Ну, уже первое тихому рыца и хазблизгата и убина пта. Мгм. Адзин у нас день севакат в сентябре будет Мгм. примерно, там Мгм. середина сентября. А в Эмчтах где-то мы планируем на Убину. Аллах яхюзит. Аллах Убина, а вот сейчас хаката уже Убина Хацаркун. Убину децхтаги опять инжикчкунал Бранова. Мгм. Расвалкости Мгм. уже можно поехать. А вот здесь вопрос. Ну, я вроде географию местности неплохо знаю. Я сам с Усть-Джигуты, если так брать, у меня дом там. Вот есть ли какой-то маршрут, чтобы не сильно увеличивая дистанцию и расстояние, обойти Большой Ставропольский канал? Большой Ставропольский То есть, канал. ну вот Топ. мост же есть, вот как на Новую Джигуту поворачиваемся с Хитрого, получается, мы Большой Не, Ставропольский канал пересекаем. можно же до этого, прям до самого, до шлюза. Там же тоже спускается. Есть все-таки. Там есть, да, спускается. О, до Урсилы, по-моему, да? А вот там они и это место есть там, где проход есть. Они- Тогда получается вы через не через Усть-Джигуту, а через Ореховую рощу близ Тепличного пройдете. Да, да, получается, больше, да, там пройдем. Да. Ну, кстати, там даже Левее маршрут, получается. да, маршрут живописнее даже получится, если так. Ну да, Ну, красочно. прикинуть, да, Да. да. Мы тоже на Уране идем, а на Хацата Хапшваш, там машина лохат Мгм. Хапшваш, просто от Широка Аджи куда-то с деревьев Мгм. Саватска, слушай, мы предварительно Хацата Да, Хапшваш, и здесь, значит, Бзимис Ярова Ацхала Хакаста, мы себе сделаем Оптимальный, сопровождение да, Мгм. оптимальный маршрут. через убинских полицейских, полицейла. Мгм. И сопровождение Харгылта, что-то слушай. Вот, если честно, вот это я хотел услышать, да, что вот какой-то все-таки момент организационный там будет же присутствовать. Будет, Почему? Потому что будет, это такое конечно. мероприятие массовое, плюс еще оно с животными, а животное как себя поведет, и Да, чтобы да. сложностей не было. Ну, желаю удачи. Это прям, если это Спасибо. будет, я думаю, после этого уже все это вот просто, как сказать, не могу слов так подобрать. Действительно, каждый аул уже начнет к соседям просто. Не на машине, а там на лошади, не один, там уже втроем. Ну да, уже более-менее. Буквально вчера, позавчера мы разговаривали на Псыж Галаначма Джупахацхагла за абазинские игры. Мгм. И Ося Исфан, типа, Ирах Битан, абазинские игры Назарбан забавно, Мгм. там, ну, август-сентябрь, вот такие моменты были бы. Да. Яроваса, чтобы в одну эту создать, Инджичкун прямо от шквала. Псыжги из Даху. Да, да, да. Бина из Получилось Даху, очень круто. Гум из Даху, вес сейчас как это, и на игры приехать. Это было вообще просто действительно исторический момент. Просто по времени Просто чуть. и по времени, жарко. и жарко Да. очень, прямо чупаги, жабжапсы, и жалко. Вот. Ну да, большая часть критериев к
ну, условий она, да, к сожалению, не из Ну, благоприятных. очень жарко, считаю, Да. вот такая погода, как бы, это очень жарко для лошади, даже для всадника. Тави хахи слушай. Теперь такой более глобальный вопрос. Вот если честно, как-то еще буквально, может, 5 лет назад, может, я не замечал, может, этого действительно не было, но вот последний год-два действительно, можно так сказать, возрождается, что ли, мода, традиция заводить дома лошадей. Вот как в Красном Востоке с этим дела обстоят? Вот, грубо говоря, если так дробью поделить, там, 1/3, там, 4/5, Не, там, ну кто-то- это ты правильно подметил, если честно. Момент был прямо такой, что вообще я. спад. Вообще Да, не было, что, да. можно сказать, там один. Прям реально не было уже. И вот сейчас больше всего молодежь хакоб уже, ну я не говорю, что ахпача харахта, я харахта, я хамчпода якум. Просто именно молодежь, мы сплотились в бархафюку, зумёцуги. Хацаглид, хабабид, на хагохтата, хотим что-то сделать для истории, оставить там хасабику. Мгм. И шербуш, и тхарбида, чква хакта там, як хакда цеква, и шердерва шапшта, и шзапчуш, и шагам шуш. Да. Ну, Абхырчпу заштах, читава бехта. Абхалыга шква, чуякучан, 70-80 лет якучан шква. Ну, лазята хаб шырчын кухцы, кухсуш, лайрус. Гизакамиги бами Да. ханс. Ну, насколько я помню, кстати, вот буквально в 2017 году я уже был сотрудником подразделения Лошаров-Черкесские. Мы оказывали содействие в проведении презентации книги Бидова Рубина «Цокот копыт лошадей». Может, вы слышали? Да, слышали. Я так, честно признаюсь, бегло полистал, и там такая история вообще, вот конезаводчества, наездников, там чего только нет действительно. И вот прям такая гордость берет вообще, что в этой сфере действительно у Абазин столько всего, прям столько достижений. Как думаете, получится у нас вот как-то смотивировать друг друга, чтобы это вот обратно поставить на тот уровень, который был? Ну, машаллах, вроде получается. Да, мы ладно, аштах тагыл нахцы. Я думаю, Аллах. Заинтриговали многих мы. На самом деле, да, кстати говоря, да. Даже через мамызги, там, чертахат, там, и нумпас, пчелы нумпас вообще. Да я сам хочу- такой же, хочу поехать, да, там, как бы поездить. где найти, да, глава шага, чтобы что-то такое придумать, а присоединиться на самом деле. Идем дальше. Парни семейные. Да. Как относятся дома к этому? Как мы относимся? Так и относимся. Такой чисто мужской ответ, да, как батя сказал, так и есть, грубо говоря. А вот есть ли такие моменты, что вы уже начинаете с детками больше поднимать тему лошадей, тему вот, не знаю, чего-то такого Истории. исконного, истории, да? Да, вот? да, конечно. Даже мой, ну, не то, что даже мой отец, недавно мы сидели, там, моего старшего брата дети, Замбаха, Хабаджата, история Аджупи Гадапна, Чпа, Абхала Ашкишцуз, Чтабунко Штерцуз, и цеку Гермадича Хозата весь есть Зерван, там, я Барга Хауарадши, даже такие вопросы задавали, Чпа Здрадзеч, Таваса Штабун и Наз. Тысячами чин горцун хакат, рахон горцун. Ну, такой переломный момент был. Едет, ну, сейчас вот, машаллах, будем поднимать Да, потихоньку. все восстанавливают. Шурхуид, на самом деле, у Койдана Сиштара еще бы шдархавела гадахкат. Что с охотского Да. вообще Дархуахата, сейчас они подрастут, год-два еще больше будет. Это не то, что даже хакат вообще, а закат хочет Мгм. дархуид. Я вот, ну, разговариваю там с друзьями. Что дархуид, что аштрах, и давай зиба банарби, давай. Это очень хорошее увлечение, на самом деле. Вот у меня такой вопрос, немного провокационный. Я надеюсь, зрители не обидятся. Почему? Потому что вопрос актуален. Он возник из беседы с Замратом Дахчуковым. И у нас в Адыге-Хабальском районе Карачаево-Черкесии очень много абазинских сел.
Возьмем Казму, там 3 аула, это Пужду, Пушчукун и Апсуа. Вот, получается, если, 5-6 аулов, грубо говоря, да? И они с вами как-то держат связь, или может вы с ними держите как-то связь? Вот, что как-то Замрат озвучил такую идею, можно там, например, с Апсуа в Казму, например, подняться, или наоборот там спуститься, грубо говоря. Вот. Что такая идея взять, как-то у вас уже есть опыт организации этого всего, может, можно как-то, вот экспертное мнение, как-то связаться с парнями, как-то смотивировать их. Может они хотят, но им не хватает брата с ГУМа, который скажет: парни, давайте сделаем, мы вас поддержим. Есть Арбувинск, например, машаллах, они насчет такой поддержки в любое время. Я, например, Чердовездри, дават Ачкунчуа. Никогда нет, не скажут организационные моменты там. Пшила я хпарал письму и Кирчардам за отрапно вообще пастбищ нету, у них все засеивается вообще на герман. Но так и зиму гима баб на ночь я стопудово даже уверен, что и встретят, и поддержат, и там проведут как надо, машаллах. Ну, Мурик из Лайдрош, Красная Поляна, Инсуда Гива, Мурика, вот, это и покладывает. Я думаю, базакатку хана харб, что ханала гарасхан, аштицко, что в каждом уле, я думаю, захотят уже, кто-то лошадь купит, второй там кто-то купит. В любом случае, а он у барасхан, клуб, грубо говоря, клуб был возцин, хочешь не хочешь, все равно шаяла будет, кровь все равно играет, абазинская, Ширман всегда. Да. Зувадара бой, Зувадара халабзи, вор веселый, себя поздравил. Энергия аджукнацит, адреналин как бы, настроение бзи. И отдыхаешь в любом случае. Отдыхаешь, да, в любом случае. А природа познагих изымцуши, например, в Маадакваз, шалах джуком мозырку, но в природа кхамбуши саричен кисимбасы природа. Я был в шоке, реально, да, вынесбан, вот ущелье, вот кош золото, абахо, хкатуар лапшо. Я вообще одни эмоции реально, там, еще раз тунера, я жал и топ, а я раз пуска, раз дубла, шата, цала, Я понял, да, о чем ты. Теперь идем дальше. Хорошо, с этим справились. Давайте теперь расширять модель. Как лошади себя ведут, все-таки, в плане этого я, к сожалению, так получилось, что когда я родился, уже там у дедушки уже лошадей не было. И именно вот общение с лошадьми у меня на детство не пришлось, а потом уже я всю жизнь жил в городе. Но при этом мне повезло прочитать ряд книг, где описывалось там поведение, повадки лошадей, как их обучают там ездить там строем, там и так далее, и так далее, и так далее, в общем. Вот как ведут себя лошади, все равно бывает же такое, что они там брыкаются, что-то там кусаются, что-то там как-то они друг другу не нравятся и тому подобное. Как с этим справиться и планируете ли вы выйти на какой-то новый уровень, прям в кавычках говорю, строевой подготовки, чтобы прям вот, грубо говоря, взять там 30 лошадей, там коней имеется в виду, и как-то их прям обучить так, чтобы они чуть ли не там виртуозили, как мы наблюдаем там какие-нибудь там. Есть же в Британии показывают, как там лошади аккуратно там поворачивают, что-то делают, какие-то элементы, прям вот что-то вот примерное. Ну вот Сызлар это постоянно, чтобы их обучить. Вот это вот галата. Ну уже даже Рогана нам надарала расстояние духа ран, а че и тынчихой. Он устает и апсита, амаль на гемам, и тынчихой уже вот галата вам рейси, да вы загрузили гехахом. А так он джукулра да там чачпит, хумарош, ну не хапалош. Зака нарекли, геода нарекли. Просто вообще вопрос, с чего возник. Я понимаю, что слава богу вообще, что лошадь есть, что она дошла, что она нормально себя ведет. Но при этом, так как я сотрудник пресс-службы, я привык всегда к красивой картинке, создавать эту красивую картинку. И, например, бывает такое, что я понимаю, там 50 километров пройти, а потом еще строим пройти, это колоссальная нагрузка просто. Но всегда красиво, согласись, когда там, например, конники по трое и колонна такая идет,
И это просто так завораживает вообще. Там еще и флаги, он там красиво развивается, и все там в черкесках прям, и вот как-то вот такое есть в планах. Ну, в планах есть у нас, знаешь, что сейчас, этот Фаша, где Фаша, Чапарныс Хабула, хотя бы там 10-15, ну, Яхьяги, вот 20 человек, чтобы они постоянно, ну, там, впереди строя, что-то на видео Гиашах нахошапшта. И, ну, и на этот раз уже как бы, Пайдан Хнай так, ну, вот это расхождение толпой, вот так ходили. На этот раз нормально мы так, как вроде, Ну да. и подъехали, там, по 5 лошадей, там, спускались, там, по 4, по 3, там, уже красиво так подъехали, не в кучку всем, в толпу, а уже что-то. Да. А так и Халан, обучена Халан, с этого, Зеленокумска, да? Рома, вы, вот, вот, а вы все команды, все как надо, и шутохоп, что любой команда, весь Египет, Машаллах, вообще, Шзуерги, терская порода, первые места она занимала и занимает, Аллах займет еще. Молодец. Аллахава Тиган Дайм, ночью он с нами выехал туда и обратно, Аллах Танхан и утром уехал. Молодец. Вообще прям, да, достойно похвал, уважения, да. Машаллах, вообще молодец. Ну, Чбзия, Машаллах, Чмунпер, Шердавы, Чбзидрхат, Ирмак, Ихамак, Малахишку. Да, и по возможности побольше хархай. Ну и, допустим, друзья даже звонят из Баквазги, Асита, Чабах, Хойуш, например, Жамакула в Ради Кисари, Албран Хацадша, уже как бы заинтересовался, человек хочет лошадь себе, ну купил уже, от Хашабауи. Я кто так уги, а я хочу, бзига, я кто уги, ну чердавяра хочет, я харгюжги хочет, я хах, бесине и так было. Уже гонзей терче хах, что-то там, я бежу, обучать будем. Вот теперь один из заключительных вопросов. И наиглавнее важнейших вопросов, очень таких актуальных. Почему? Потому что после того, как мы опубликовали информацию, видео, фото о переходе, ну, стоит отметить, мы опубликовали больше, чем наши коллеги и другие базинские паблики, прям подробно с именами, там как, что, где проходил маршрут. У нас директ, ну, раздел сообщений в социальной сети Instagram, просто, я не знаю, он был заполнен. У меня, ну, я не знаю, у нас по воле службы очень хорошая техника, но она висла. Просто мы заходили и просто вот нас выбрасывало с предложения, потому что вот, ну, вот так получилось. Да, на самом деле, большое спасибо всем, кто писал, и реально приятно было, с другой стороны, да, ну, нервничать, потому что ответить надо человеку. Но с другой стороны, было приятно, что интерес просто, волна, прям стихия была жуткая. И самый главный вопрос, я думаю, вы уже понимаете какой. Как присоединиться простому обывателю, например, такому как я? Как-то вот я опять озвучу мысли, а вы со своей уже стороны, как люди, уже побывавшие в этом котле, пожалуйста, расскажите, как это можно сделать. Можно завести какой-то паблик, или страницу, или чат, или канал односторонний, чтобы, да, там не было мусора, скажем так. Чтобы даже если на машине есть люди, там, например, у человека есть внедорожник, мы там 4 парня к нему экипаж, скинемся, зальем ему ГСМ, но зато мы будем вместе с вами там рядышком, там тоже ощутим эту атмосферу, обстановку. Но главное же знать, что это будет проходить, правильно? Честно скажу, мне немного обидно. Вы там в своем котле 40 человек пообщались друг с другом, выдвинулись, и у меня был свободный день, я с вами хотел поехать. Нет, если такое желание прям имеется, без проблем. У Нахахошт есть вот, машина. Вот это есть у нас. Да. И в телефонах мы можем любого участника, который желание проявит и добавить туда его. И все, он будет в курсе всех наших тем. Без проблем. Мы можем обратную связь держать, как бы. Хацава ухыцнес. Нам тоже даже приятнее будет ухыцна яркон. Сам, например, Джумагулов Нателла Донсбаск, я честно сказать удивился. Я говорю, Нателл, ты-то здесь что делаешь? Аллах Дулзырас, видишь, как бы. Да, машаллах, столько фотографий, столько видео, может, мы не сняли бы даже, если бы их с нами не было бы.
Ну, там и там успевай, и тут успевай, там такого ну, не было. Конечно. Ну, в прошлый раз, как бы, Пайдан Хансуз, мы старались, там, Аджуда Пхныран, начала, там, Яхахван, там, Чамхаджу, Хюа, Яхах, Таваса, машина Куакарх, там, квадроцикл, Тхатсна, Ваких. Но разом, вот, больше всего на тело, и плюс по Кате, вот, а вы Яхарх, вот, умачала-то. Вообще, Ажаб же Хгвапов, что такой интерес у вас появился, что вы хотите с нами поучаствовать. Нам даже, например, я только за любое место, да, конечно. позвоним, как бы, чтобы вы с нами поехали, нам даже еще лучше. Потому что, сообщить-то не только, вообще весь на самом деле заинтересовались, вот все заинтересовались, все тоже в директ пишут, как вы там поехали, как приехали, можно было с вами поехать. Даже Акабарде сайт, наши фотографии, даже у них уже. Да, я видел, да, Видел, был Хорс там да. и так далее, да, были. Ну, а база Хорс, Ауги Базахорс Хехчуб. это нашего клуба, это наша страница. Да, там есть, Кабарде Хорс, там, даже фотография Куатарцан, как бы, и пишут там Абазин, братья, там, Гапа. Так что... Не, такой грандиозный поход был же с Кабарды в Адыгею. Лапна и Джику, как бы чуть-чуть неподготовленные были, и Джикула, и Вашичта, и Рыццушин. Да, бы и русские помощады, как бы они их встретили, увиделись там, салам кинули, чуть проводили, и отца пахначка. У нас, когда, в 2013, да, в 2012 году был уже поход Красный Восток, Красная Поляна. Саса, я участвовал, но я на машине Хабача, да, уже. Очень весело было. Веса Базакатку Арабшан и до Ударна, удобно, что Краснодарский провинция. Как бы... Расстояние немалое, да, конечно, проехали. Километра, наверное, 200-250 было в общей сложности. Мы как и потом уже на Красную Поляну. Да, с остановками. А разные остановки, до Вихахин 120 километров, как бы тоже, немало. Но тем не менее, Хасан Хайд помощала, никто не упал, как говорится. Весь хахакат на Хасан Хайх. Да. Ну, все с опытом, все больше и больше там сплоченнее, Альдашем Шавайджи, там зашводно, все, чтобы, все лучше и лучше, короче. Машина по Нуцуану, у вас есть лабзевый коп, там, Хдзау этап, Фаджау этап, Хчквак Хархахим, там, лишний раз не загружаем их. Все, что, облегчить. Да, вот с этой точки тоже. Я же к тому говорю, потому что действительно я более чем уверен, что есть люди, которые могли бы просто даже ту же провизию там или что-то там, не знаю, что-то какие-то принадлежности, инструменты просто даже взять, на случай чего, чтобы было это. Без проблем, в любое время мы за присоединение. Да, вот 14 числа я слышал Азма, Ашкапны скачи, говорят, будут чисто вот, на улице наши. Не знаю, это еще как бы информацию мне недавно сказали, я точно еще не знаю. Ну что там рату не ратруме? Сахабеба, вроде бы собираются скачки устраивать в честь День животноводства. Они до этого планировали вообще. Да, вот сейчас 14 числа Ашкапну в горах. У вас скачка Чепуштала, я Чепуш. Если точно уже, будет, без проблем, на это там еще интереснее будет. Да, там... Может даже с ночевкой, если мы на выходной попадем, с ночевкой. Ну 14 говорили 15, вроде бы как бы 14 перенесли, потому что суббота. Чтобы там, вдруг остаться, там, и в воскресенье спуститься. Нормально, да, так нормально. Значит, получается, по этому мероприятию ждем подтверждения. Да, и я узнаю еще точно. Вроде бы как бы собираются. Я за это не слышал, а так, я думаю, туда ближе уже станет известно, конечно, а как только информация появится и мы разместим, и сразу, наверное, все желающие откликнутся, присоединяться. Большое спасибо. Не за что. Мы всегда делаем публикацию пост эфира,
Обменяемся контактами, если вы не против, укажем ваши номера контактные, Без чтобы, проблем. если что, любой заинтересовавшийся человек Без мог уже проблем. напрямую с вами связываться. Без Вот, проблем. и как-то уже взаимодействие расширялось, география расширялась, массовость улучшалась. В общем, я так думаю, после этого прямого эфира у нас действительно следующий конный переход будет. Грандиозно. Да. Почему? Потому что, ну, если еще один раз я не попаду, ну я уже не знаю, ребята, это просто наваждение какое-то. Ну, вот мы тебя тоже добавим, чтобы ты был в курсе. Там Да, вот. все истории, все. Элементарно в том плане, чтобы там пофотографировать, быть на подхвате, да, ну, хоть чем-то помочь, ну, я просто буду рад. Вот, там. Всё, Ну и следующий ощутить эти эмоции, еще и зарево, еще и сфотографироваться, Ну и еще лошади там с есть у нас, лошадьми мы там пообщаться, да. будем тебя сажать, там промежутками будешь кататься, что без Ну проблем. да, было бы Там очень приятно. были с нами ребята, там кого-то там поменяли, там чуть отдохнул человек, там вот так. Ну а так большинство, конечно, туда и обратно, но вот так были ребята, которые, как ты говоришь, на подхвате. Кстати, да, это очень хорошая тренировка, очень хорошая, как сказать, и больше заинтересованности проявишь в самом себе, у тебя пробудится, когда ты уже начнешь общаться с этим всем. Я помню в далеком детстве там соседскую лошадь мы брали, там, культивировать картошку чисто там. На этот момент там минут на 10-20, пока он там не видит, там чуть на ней поездишь, ну это так, по двору, так сказать, по улице, да, и все, там ничего такого прям вау, но интересно было. И еще раз испытать это было вообще замечательно. Еще раз спасибо, что нашли время. Всегда рады помочь. Сейчас у меня стандартная такая фраза прозвучит, но, она всегда работает. Почему? Потому что в нашей импровизированной студии все больше и чаще появляются новые лица. Не просто наши общественные деятели, политики, а ребята, которые вот как мы с вами чем-то заинтересованы. Вот это действительно так круто, что присоединяйтесь на наш канал на YouTube. Делитесь ссылкой на этот канал со своими друзьями, родными, близкими. Чем больше нас там будет становиться, тем больше огласки мы будем получать. Тем больше людей будут узнавать о вот таких мероприятиях, событиях, которые проводят такие бравые парни, в данном случае с Красного Востока. Присоединяйтесь на наши страницы в других социальных сетях, это также очень значимо. Ну и делитесь обязательно записью этого эфира, чтобы побольше людей узнало о конном клубе Гумлок. Большое всем спасибо еще раз. С нами в студии были Амиран и Мурат, одни из участников, ну и члены инициативной группы перехода Красного Востока в поселок Подкумок возле города Кисловодск по приглашению Шереметова Рафика. Вот, Шереметова Рафика. Что, друзья, мы с вами прощаемся. Хороших вам предстоящих выходных. Надеюсь, вы справились с этой сегодняшней аномальной жарой. Стоит отметить, мы в прямом эфире, как бы не в записи выходим. До новых встреч, парни. Еще раз большое спасибо. И обязательно указываем ваши контакты в публикации. Ждем присоединения. Да, обязательно будем к вам добавляться. Спасибо большое.